Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Пирамида телеканалы декабрь айынан баштап Азербайжан рыногуна чыкты. Эми биздин берүүлөрдү Азербайжандын аймагында иш алып барган ири санариптик кызмат көрсөтүүчүлөрдүн бири. Көп жылдар бою өлкөнүн бүтүндөй телекоммуникация рыногунда лидер атыккан КТВ-1 спутниктик каналында көрүүгө болот. Аталган каналдын ушул тапта миллиондогон туруктуу кардары бар. Мындан ары да пирамида сүйүктүү көрүүчүлөрү үчүн теле берүүлөрүнүн географиясын кеңейтүүнү көздөп жатат. Буга чейин биз өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүздү Азербайжан өлкөсүнүн Баку шаарында ачканбыз, Турцияда, анан Грузияда. Биздин азыркы учурда ошол Мост дружбы аттуу передачабыз чыгып турат. Андан сырткары 24 саат ошол КТВ плюс спутникалык каналдын курамында пирамида каналы чыгып атат. Пирамида телеканалы Кыргызстандын аймагынан тышкары Борбор Азиядагы мамлекеттерге жеткиликтүү көрсөтүүгө бел байлаганы. Бул өлкөлөр ортосундагы гуманитардык байланыштарды бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө салым кошмокчу. В определенной степени будет дальше. Пирамида телеканалынын Азербайжанда көрсөтүлүп баштаганы бул Кыргыз-Азербайжан достук алакаларын чыңдоого көмөк берет. Анткени эки өлкө ортосундагы байланыштар биздин президенттин Азербайжанга апрель айындагы расмий сапарынан жана Азербайжандын өлкө башчысы Илхам Алиевдин октябрдагы Бишкекте мамлекеттик сапары менен барышынан кийин кызматташуулар жаңы деңгээлге чыкты. Эми азербайжандыктар ыңгайлуу убакта жогорку сапаттагы таркатылчу Кыргызстандагы жаңылыктар менен кабардар болуп турушат. Муну менен алгачкы ирет Кыргыз телеканалы чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланды десек болот. Кыргыз-Азербайжан мамилесинин жетишкендиктерин чагылдырган достук көпүрөсү теле берүүсү ар ишемби күнү эфирге чыгат. Бул тараптардын тыгыз алакасын дагы да жакындатууга, бардык тармактарда кызматташууларды арттырууга көмөгү тиет. У нас в Кыргызстане проживает 21 тысяча азербайджанцев. Учурда Кыргызстанда 21 миңден ашык Азербайжан улутунун өкүлдөрү жашайт. Алар тууралуу пирамидадан теле берүүлөр байма-бай көрсөтүлгөндүктөн маалымат алууга өбөлгө түзүлдү. Ошондой эле азербайжандыктар Кыргызстанды жакындан таанытууга мүмкүнчүлүк алышат десек болот. Биздин тарыхый байланыштарыбызды түрк тилдүү мамлекеттерден экенибизди жана динибиз бир болгонун эске алганыбызда телевидение эки өлкө ортосунда көпүрө болуп дагы биздин мамлекеттерди жакындатат деп ишенебиз. Алдыда пирамида телеканалы өз көрүүчүлөрү үчүн эл аралык байланыштарын кеңейтүүгө, телекомпаниялар ортосунда маалымат алмашуусун жана тажрыйба менен бөлүшүүсүн алдыга жылдырууга күчүн жумшайт. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида. С 28 ноября телеканал «Пирамида» уже в базовом пакете в цифровом вещании КТЭП-1 на кабельном телевидении 4-миллионного города Баку. Чрезвычайный полномочный посол Кыргызской республики в Азербайджане Кайрат Осмоналиев дал по этому поводу эксклюзивное интервью телеканалу «Пирамида». Ну, во-первых, я поздравляю телеканал «Пирамида» с тем, что она выходит уже за рамки региона, насколько я знаю. Максимум вещания это в некоторых странах Центральной Азии. Теперь Буйруса выходит «Пирамида» на кабельном телевидении КТВ. Это как минимум Баку. Баку это порядка около 4 миллионов населения, из которых определенная часть населения смотрит. И естественно, что появление кыргызского канала, первого кыргызского канала, нас не может не радовать, поскольку это очень важная гуманитарная составляющая нашего двустороннего сотрудничества. Я думаю, что телезрителям будет, во-первых, интересно, поскольку сам по себе канал, он достаточно такой познавательный, имеет свою аудиторию, уже почти 30 лет телеканалу «Пирамида», пользуется заслуженным авторитетом и успехом. И мне очень приятно, что такая солидная телекомпания, значит, она приходит в Азербайджан, вот, регион Южного Кавказа, будет транслироваться по кабельному телевидению. Это интересно. И, значит,
соответственно, жителям. И это послужит. Да, это, конечно, в определенной степени будет дальше укреплять наше сотрудничество, двустороннее сотрудничество, которое получило особенный импульс после государственных визитов нашего президента в апреле этого года и в октябре этого года в Кыргызстан, президента Азербайджанской республики. Также у нас очень много, уже, можно сказать, фиксируем такой интерес со стороны, азербайджанской стороны по взаимодействию и в экономической сфере. Ну и, естественно, телевидение – это такая сила, которая как раз-таки помогает, будет укреплять наши двусторонние отношения, дружбу между нашими народами. И вот в курсе событий, обмен информацией, обмен событий, которые происходят и здесь, в Азербайджане, и в том числе в Кыргызстане, которые нашим телезрителям дают информацию. Да, в первую очередь, конечно, жители Азербайджана смогут постоянно в удобном для них режиме в телевизоре видеть то, что происходит в Кыргызстане. И еще раз хочу подчеркнуть, что значит, качество контента, который дает пирамида, оно очень высокое. Вот. И это тот случай, когда очень удачное, значит, продвижение, поскольку, еще раз можно сказать, что это практически первый кыргызский телеканал, который вышел, вышел за пределы не только Кыргызстана, региона Центральной Азии, но и уже дальше теперь на регионе Южного Кавказа. И, конечно, можно считать это продолжением, как бы поддержкой после встречи наших президентов. Это дает уже результаты. То есть мы, нижний слой, можно так, если так назовем, и уже дают свои результаты после встречи наших президентов. Нет, ну, это само собой разумеется, что в течение этого года интерес, скажем так, азербайджанской стороны существенно возрос. И это не только на уровне высшего политического руководства, значит, государственных органов, это просто на уровне и обывателей, населения. И в этом смысле, конечно, такая возможность постоянно смотреть и наблюдать за теми событиями, которые происходят в Кыргызстане, для них это очень удобная возможность. Еще нужно сказать, что у нас в Кыргызстане проживает 21 тысяча азербайджанцев. Вот, некоторые из них достаточно часто бывают и на пирамиде. Вот, будет возможность смотреть эти программы. Больше узнаваемость нашей страны, больше интерес, и этот интерес будет только позитивно способствовать тому, что наше сотрудничество будет укрепляться, поскольку хотя несмотря на то, что 21 тысяча азербайджанцев этнически проживает на территории Кыргызстана, наши граждане, в то же время Кыргызстан до последнего времени оставался такой незнакомой, скажем так, страной, учитывая наши корни исторические, тюркские корни, то, что мы, значит, нас объединяет и религия, и культура. Вот. В этом смысле, конечно, для азербайджанцев я абсолютно уверен в том, что значит, информация, которая будет в удобном виде значит, получаться из телевизора, потому что большинство населения черпает информацию все-таки из телевизора. В этом смысле это еще раз будет способствовать тому, что наши народы, наши государства будут сближаться, и это будет в целом создаться настоящий масло дружбы. Да, создавать массовую дружбу и смотреть по субботам в прайм-тайме передачу «Мост дружбы». Да. И мы, в свою очередь, тоже благодарим вас как послу Кыргызстана в Азербайджане, что при вашем содействии это организовался и получился так, что мы действительно могли иметь возможность здесь транслироваться, Кыргызстан представить, в том числе и азербайджанская сторона, там, как вы уже отметили, будет узнавать о своей исторической родине, некоторые события, которые здесь происходят. Это действительно даст возможность и послужит
тому, что укрепит дружеский ужин между нашими народами. Спасибо вам большое. Это благодаря вам. Сегодня мы друг друга поздравляем и поздравляем всех наших государств, которые интересы совпадают. Спасибо. Выступил бывший председатель легендарного парламента Кыргызстана Медетбек Шеримкулов. Азербайджан я знаю не только как ученый, политик, я Азербайджан знаю изнутри. Я с Гейдаром Алиевичем встречался на разных уровнях. Мы с ним сидели и ночами. Я очень хорошо знаю обстановку в Азербайджане. И когда я стал уже послом Кыргызстана в Турции, а Гейдар Алиевич очень часто приезжал, в том числе и на лечение, мы там встречались. Я хорошо знаю Ильхама Гейдаровича, глубокое мое уважение. То, что здесь было сказано и показывается о росте Азербайджана, я видел Азербайджан разрушенным, я видел Азербайджан в тяжелейшем положении, и я, господин посол, уважаемая азербайджанская диаспора здесь, я горжусь и радуюсь тем, что сейчас происходит в Азербайджане. Азербайджан – это та модель развития государства, которая может быть применена всеми государствами с учетом своих особенностей в условиях рыночных отношений. Сердцем и душой, генами, не только они азербайджанцы, да, они кыргызы. Мы здесь живем настолько близко и дружно, никогда не было какого-либо конфликта. Они укрепляют в том числе экономику Кыргызстана, а именно они укрепляют в том числе и стабильность, и межнациональное благополучие и согласие в Кыргызстане. Они являются примером среди 80 различных наций и национальностей, которые проживают в Кыргызстане. Вы такие есть, дорогие друзья. Я всех вас люблю. Еще раз мои глубокие поздравления с вступлением официально в должность. Ну, я работал в Турции 4 года, в Иране 6 лет. Я вам желаю, чтобы вы проработали здесь столько, сколько вам захочется. Ибо кыргызский народ любит вас, уважает вас, у вас все хорошо получится. Были хорошие проекты здесь, в том числе создание парка имени Гейдара Алиева. Уважаемый господин посол, возьмите это на контроль, сделайте, чтобы кыргызы, кыргызстанцы могли спокойно ходить в Бишкеке и отдыхать именно в парке имени Алиева. Это тоже будет блистательно. Удачи, успехов вам всем, дорогие наши. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Ильхам Гейдарович, я вас знаю лично. Я очень хорошо знал вашего отца. Вы не просто сын своего отца, вы непосредственный продолжатель того великого дела, которое начал Гейдар Алиевич. Гейдар Алиевич получил Азербайджан в самое тяжелейшее время, я это хорошо знаю. И то, что Гейдар Алиевич делал для Азербайджана, а вы продолжаете последовательно и твердо линию Гейдара Алиева на международном уровне, и в тюркском мире, и в том числе в отношениях между Кыргызстаном и Азербайджаном, заслуживают всяческие похвалы и поддержки. Долгих лет жизни вам, всяческого, всестороннего доверия азербайджанского народа и их поддержку вам долгие лета. Важные решения для общего единства тюркского мира были приняты посредством парламентской дипломатии. Если мы реализуем культурную дипломатию вместе с важными вопросами, поднятыми нашей организацией, мы можем добиться многого. Мы не должны упускать возможность заложить основу для нашего будущего успеха. Алибала Ализаде, представляю компанию Агрибиоэкотех, ММГ, ЛЛС в Азербайджане. Что предлагаете Кыргызстану? Кыргызстану я предлагаю, как и всем в Германии, в Венгрии, в Турции, предлагаем восстановление деградированных почв.
Сегодня самая больная у нас проблема с почвами. Надо восстанавливать почвы, чтобы увеличить урожайность растений и выращивать сельскохозяйственную продукцию экологически чистыми. Это самое главное. Естественным способом. Точка естественная, только применяя биологические удобрения микроорганизмов. Это очень интересно. Но наши предки использовали этот. Вы сейчас хотите внедрить массово, да, этот? Совершенно верно. Наши предки, будем говорить так, и были шумеры, так называемые. Жили они между Тигром и Ефратом. Они собирали пшеницу, ячмень где-то под 250 центнеров с гектара. Сегодня мы собираем в Азербайджане в среднем 31 центнер с гектара. Значит, наши предки применяли. А что они делали? Они выращивали пшеницу, собирали урожай пшеницы, а всю солому, которая там оставалась, они запихивали в землю. После этого река разливалась, и с собой вместе приносила она ил, в составе которого было очень много микроорганизмов. Эти микроорганизмы разлагали всю эту, будем говорить, углерод, а для растений очень важен углерод. Это где-то 75-80% должно быть углерода. И это все разлагалось, и растения дышало этим углеродом, и получали они высокие урожаи. От кыргызстанских предпринимателей что требуется? От кыргызстанских сельскохозяйственных фермеров требуется, чтобы они пригласили нас, или сами сюда приехали, пообщались мы, и мы эту технологию им здесь показали, и мы поехали в Киргизстан, там показали. Значит, вы хотите совместно работать или изучить, как надо? Мы обучаем эти организации для того, чтобы они могли выращивать у себя экологически чистую продукцию. Гахский район Азербайджана. Расположенный на северо-западе Азербайджана, Гахский район граничит с Грузией. Вдоль границы протекают реки Кюмрюк, Гашгачай и Эйри-Чай. Горные озера и водопады являются украшением этих мест. На юге района наблюдается сухой субтропический климат, а в центре частично жаркий, частично влажный субтропический. Высоко в горах холодный. Летом самая высокая температура равняется плюс 41 по Цельсию. Подобная температура наблюдается на берегах озера Аджинохур. Зимой самая низкая температура наблюдается на горных вершинах, где доходит до минус 45 по Цельсию. Заповедник Илису находится на территории этого района. В горных лесах обитают медведь, горный козел, волк, степной кот, кабан, шакал и другие животные. В районе имеются отличные условия для охоты и рыбной ловли. В Ганык-Эйри-Чайской долине основными охотничьими зонами являются равнины и предгорья. Для рыбной же ловли подходят реки Эйри-Чай, Гапы-Чай и Ганык, а также бассейн территории села Ляляли. Самые живописные места района расположены в 12-20 километрах от районного центра. Центр Гахского района, город Гах, был заложен на лесистых южных склонах гор Большого Кавказа, на берегу бурной реки Курмухчай, на высоте 500 метров над уровнем моря. Слово «Гах», выражающее название города, означает «крепость», «укрепление». В 6 километрах к северо-западу от Гаха среди фруктовых садов и девственных лесов расположено маленькое живописное село Акчай. В первом тысячелетии жители региона приняли христианство, но после арабского завоевания большая часть населения исламизировалась. В средние века Гах находился под властью грузинских царств, Ширвана, иранских держав и других могущественных стран. В 1562 году Гах становится столицей султаната Илису, вассального от Персии. Это небольшое государство существовало до начала XIX века. В 1803 году Гах включен в состав Российской империи, но до середины столетия сохранял автономию. В 1860-1917 годах Гах входил в особый Закатальский округ. В 1930 году Гах назначен центром одноименного района, а через 37 лет получил городской статус.
Горное село под названием Илису, когда-то оно было столицей Илисуйского султаната, находящееся на высоте 1400-1600 метров над уровнем моря в 12 километрах на северо-западе от Гаха, привлекает к себе большой интерес. Термальные минеральные серные источники, расположенные в окрестностях этого села, обладают лечебными свойствами. Район многонациональный, также можно назвать «Малая ассамблея народа Азербайджана». Наш собеседник, бывший директор школы Масико Бабаджаншвили, житель села Ингилой Кютюклю Кахского района. Бабаджаншвили Масико Истович, ветеран труда Азербайджанской республики. Я 45 лет работал в школе, в том числе 35 работал директором школы. Уже 2 года уже я оставки, сейчас я пенсионер, уже пенсионер я. Пожалуйста, сейчас где мы находимся? Местность село Котокло Кахского района Азербайджанской республики. Сколько лет здесь живете? Я вообще здесь родился, здесь живу. Как вам живется? Нормально. Отношения между грузинами и Азербайджаном очень хорошо. Какие? Да. Мы всегда посещаем и свадьбу. Всегда, допустим, 50% Азербайджан будет, 50% грузины. Мы такое отношение, что уже мы родные почти. А скажите, вот это селе, да, называется, или поселка у вас, сколько народностей живут, разных национальностей, представителей? Представители здесь азербайджанские много национальностей, в том числе живут грузины, это около 7 тысяч. Больше 7 тысяч. Но у нас в Кахском районе существует 6 школ. В том числе это 5 школ, уже это полусредняя школа. Ну, это один школа, это одна школа. Вы еще членом комиссии? Да, членом комиссии национальных отношений между Грузией и Азербайджаном. Я доволен. Да, господин. Чем вы довольны? На все. И в жизни, и отношения. Я еще говорю, я очень доволен правительством. Наш президент, уважаемый президент, гарант и грузин, и других народов, в том числе. Я это национальный грузин, но я очень доволен. Все не я, все, мы как-то давно живем вместе. У нас совпадают некоторые, как говорят. Скажите, пожалуйста, вы знаете Кыргызстан? Как? Кыргызстан. Недавно, вы знаете, что наш президент посетил Кыргызстан. Да, но это же тоже начало, не то что начало, развитие дружбы между разными народами, в том числе Кыргызстан. Развитие что вы думаете? Между народом Грузии и Азербайджана очень хорошее развитие у нас. Живем в Азербайджане. Какому президенту вы говорили? Хамали. У вас имеете возможность продолжать свои национальные обычаи и традиции? Да, ну. У нас обычаи всегда как свободны. Свадьбы делаете, свой национальный праздник отмечаете. Национальный праздник отмечаем, Пасха, это праздник Пасхи отмечаем. Национальный праздник у нас такие обычаи, мы всегда как грузины. Во время разговора наш собеседник, пользуясь возможностью, через программу «Мост дружбы» на грузинском языке поприветствовал своих соотечественников, живущих в Кыргызстане. ახლო ურთიერთობა გვაქვს როგორც ქართველებს, ისე აზერბაიჯანელებს, ყოველთვის ჩვენ ისევად როგორც იყო როგორც ძმები, ისევად ერთმანეთს ხვდებით ქორწილში, ღმერთმა შორს გასვენებაზე ერთმანეთთან ვართ ყოველთვის აი ესე ძალიან მეგობრულად ვართ.
Пожилые люди – наша гордость. Вы наша живая история. Своим трудом вы показали и доказали, как надо работать, вложили свои силы и душу в развитие родного района. Вы наша гордость. Оставайтесь как можно дольше рядом с нами. Пусть никогда в ваших душах не иссякнет родник любви к Отечеству, родник любви к вашим родным и близким. Каждый из них оставил свой след на земле. Ваши прожитые годы – это настоящее богатство, которое исчисляется не деньгами, а делами. Во время поездки в столицу Турции Анкару мы побывали в Ассоциации пенсионеров Турции и встретились с руководителем этой организации Кязымом Эргюном. Он нас тепло встретил и рассказал о ее деятельности. Sevgi, saygı sunuyoruz. Sizleri burada görmekten ve kuruluşumuzda ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Ассоциация пенсионеров Турции была создана в 1970 году. Наша ассоциация насчитывает около 1 миллиона членов. По всей Турции насчитывается около 13 миллионов пенсионеров. Есть вдовы и сироты. По приблизительным подсчетам, 7,1% населения страны – это наши пенсионеры, вдовы и сироты. У нас существует 113 филиалов, которые обслуживают наших пенсионеров по всей стране. Мы являемся членом платформы труда Турции, которая объединяет 17 самых крупных организаций различных социальных сфер, в том числе профсоюзов. Наша ассоциация также является членом-наблюдателем платформы пожилых граждан Европейского Союза. Также поддерживает некоторые проекты неправительственных организаций, поддерживаемые Европейским Союзом. Мы с удовольствием готовы сотрудничать с нашими братскими странами бывшего Советского Союза, в том числе с Кыргызстаном. У нас есть полувековой опыт. Emeklinin hak ve hukukunu arayan bir kuruluş. Ayrıca sadece emekliyle ilgilenmez. Kapımıza kim gelirse gelsin. Hatta Türkiye'den değil, dünyanın neresinden kim gelirse gelsin. Kapımıza gelen insanların bedava avukatıyız, bedava danışmanıyız, bedava hizmetkarıyız. За счет взносов реализуем национальную программу здоровья и разработанную на ее основе программу. Нам удалось добиться повышения уровня и качества оказания медицинской помощи для пенсионеров и для людей старшего поколения. Вкладываются значительные, хотя и недостаточные все же, средства в дальнейшее развитие. Большинство членов пенсионеров, лечившихся в медицинских учреждениях, благодарят за высокий профессионализм и качество лечения. Мы всегда помогаем нашим членам-пенсионерам, которые лечатся в больницах. 850 bin emeklinin, dul ve yetimin evine
girmiş, ekmeğinde, katığında, hayatında katkısı olan bir kuruluştur. Yani böyle bir kuruluş dünyada çok nadir rastlanır. Her emeklinin evine bir katkıda bulunacaksınız. Evine girmiş derken... В столице, в Анкаре, имеем 8-этажный офис. В нашем здании имеется в общей сложности 2042 квадратных метра полезной площади. Однако наше сервисное бюро по установке в центре Анкары в 5 отличных апартаментах также включает в себя общее имущество ассоциации. В общем, по стране у нас 113 филиалов обслуживания. Имеем также 110-местный гостевой дом в Кызылае, самом центральном месте столицы Анкары. И он уже начал обслуживать наших пенсионеров. У нас также действуют учебные и социальные центры вместимостью 200 мест. 30 человек в штаб-квартире обслуживают наших членов. Кто, если не мы? Hükümete kendimizi iyi anlattık. Emeklinin bu hakkını ödettirdik. Нас знают, нам доверяют и ждут поддержки и помощи. Сегодня как никогда необходимо проявлять особое внимание к людям старшего поколения. Находясь в самоизоляции, эти люди ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми. В наших силах проявить заботу и поддержку, узнать у соседей пенсионного возраста, нужна ли им помощь. Мы всегда оказываем помощь нуждающимся семьям, пенсионерам и инвалидам в Турции. Наша ассоциация при соблюдении всех необходимых мер предосторожности оказывает помощь пожилым, находящимся в самоизоляции. Привозим лекарства и продукты. 2006 yılından bu yana emekli maaşlarına her ay %4 fatura fiş karşılığı olan ek ödemeyi peşin alıyorlar. Diyelim 2000 lira maaşı varsa Одна из основных услуг, предоставляемых нашей ассоциацией, заключается в устранении проблемы, с которой сталкиваются наши члены при поставках зимнего топлива. Филиалы ассоциации обеспечивают членов дешевым на 6 месяцев и высококачественным топливом, древесным углем. Человек может иметь какой угодно опыт, интеллект и набор успехов. Однако, если он пожилой, он рискует столкнуться с дискриминацией, снисхождением или с тем, что другие люди пытаются говорить за него. Для этого не обязательно страдать от деградации когнитивных функций, достаточно просто выглядеть на свой возраст. Перезагрузка кыргызско-азербайджанских отношений произошла весной этого года во время визита Садыра Джапарова в Баку. Лидеры двух стран тогда заложили основы для активизации сотрудничества. Именно по итогам этого визита Кыргызстан и Азербайджан стали стратегическими партнерами. Осенью президенты еще раз сверили координаты. Визит нанес уже Ильхам Алиев. Он впервые прибыл в Бишкек не для участия в совместном заседании, а именно для встречи с главой страны, что говорится, с глазу на глаз. Обсуждали тогда многое: и политическое, и экономическое, и культурное сотрудничество, дружба между народами и взаимный интерес друг к другу. Вот движущая сила для укрепления кыргызско-азербайджанского партнерства. Наш канал и в дружбу, и формирование взаимного интереса внес свою лепту. С 1 декабря «Пирамиду» можно смотреть в Азербайджане. С сегодняшнего дня телеканал «Пирамида» вышел на азербайджанский рынок. С сегодняшнего дня мы вещаем спутниковом телеканале КТВ-1+, где есть около 4 миллионов абонентов. И в этом сети мы запустили первый кыргызстанский телеканал на рынок Азербайджана. Таким образом, «Пирамида» стала первым и пока единственным кыргызстанским телеканалом, который начал свое вещание за пределами страны. Примечательно, что смотреть «Пирамиду» азербайджанцы смогут не через интернет-каналы, а именно по телевизору. Это, конечно, в определенной степени будет дальше укреплять наше сотрудничество, двустороннее сотрудничество, которое получило особенный импульс после государственных визитов нашего президента в апреле этого года и в октябре этого года в Кыргызстан, президента Азербайджанской республики. Также у нас очень много, уже можно сказать, фиксируем такой интерес со стороны азербайджанской стороны по взаимодействию и в экономической сфере. Ну и, естественно, телевидение – это такая сила, которая как раз-таки помогает, будет укреплять наши двусторонние отношения, дружбу между нашими народами. К такому событию наш телеканал готовился основательно. В Азербайджане был открыт корпункт. Журналисты Хокума Халилова и Рамис Мишедигансалы в своей программе «Мост дружбы» еженедельно рассказывают о главных событиях из жизни Азербайджана и Кыргызстана. Там есть наш корреспондентский пункт, который выпускает передачу «Мост дружбы» каждую субботу вечером 21:00
и показывает наши достижения в Азербайджане и достижения Азербайджана на нашем канале. Компания КТВ-1, через которую и вещает «Пирамида» в Азербайджане, была создана в 2005 году. Сейчас она представляет контент ведущих телеканалов мира, доступна во всех городах и селах Азербайджанской республики. Вещание кыргызского телеканала в Азербайджане, безусловно, повысит и узнаваемость нашей страны в мире. Больше интерес, и этот интерес будет только позитивно способствовать тому, что наше сотрудничество будет укрепляться, поскольку хотя несмотря на то, что 21 тысяча азербайджанцев этнически проживает на территории Кыргызстана, наши граждане, в то же время Кыргызстан до последнего времени оставался такой незнакомой, скажем так, страной, учитывая наши корни исторические, тюркские корни, то, что нас объединяет и религия, и культура. Вот. В этом смысле, конечно, для азербайджанцев я абсолютно уверен в том, что информация, которая будет в удобном виде получаться из телевизора, потому что большинство населения черпает информацию все-таки из телевизора. В этом смысле это еще раз будет способствовать тому, что наши народы, наше государство будет сближаться. Останавливаться на этом «Пирамида» не собирается. Впереди планы по выходу на медийный рынок ряда других партнерских стран. С некоторыми уже достигнуты определенные договоренности. Екатерина Докамбаева, Нурдан Сергеев, «Пирамида».